конкурс, который проходит по сегодняшний день под названием «Команда Абхазии», ориентированный на выявление и поддержку талантливых и перспективных молодых управленцев, обладающих высоким уровнем компетенции создания в стране кадрового резерва. Идея проекта, насколько мне известно, принадлежит президенту нашей страны Бадре Зурабовичу Гунба. И хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по концепции данного проекта, цели, задачи и как вы видите дальнейшее его развитие. Здравствуйте, Белла. Действительно, конкурс был анонсирован Бадре Зурабовичем Гунба в рамках его предвыборной кампании на выборах президента Республики Абхазия, прошедшем в 2025 году. Данный конкурс является аналогом конкурса «Лидеры России». И здесь надо отдать должное российским коллегам, которые в этом всячески помогали и помогают. Дело в том, что команда Абхазии, этот конкурс управленцев, он проходит на платформе автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Это платформа, на которой и делается конкурс «Лидеры России». Данный конкурс, он предполагает несколько этапов. Финалистами конкурса становятся от 80 до 100 человек. Но в кадровый резерв президента Республики Абхазия попадают всего лишь 20 из этих людей. Я отмечу, что из этих 100 человек, которые попадут в финал, они уже получают возможности обучаться в лучших вузах России. Речь не идет о получении высшего образования, речь идет о повышении квалификации, речь идет о получении конкретных управленческих навыков. Это очень серьезные образовательные программы, направленные на улучшение именно управленческих компетенций, выработку стратегических мышлений у человека, ну и, соответственно, всевозможных управленческих навыков. Надо отметить, что финансовую часть этого вопроса берет на себя Российская Федерация. Такие образовательные программы, которые получат наши финалисты, они имеют достаточно серьезные цифры, в том числе по бюджету. Поэтому я хочу сказать, что те люди, которые попадут в финальную стадию, их можно называть победителями, потому что доступ к таким образовательным стандартам самостоятельно практически могут себе позволить только единицы. Что касается того, как происходит конкурс, какая концепция конкурса, здесь методики, они уже давно известны. Многие из этих методик, которые опробированы в Российской Федерации в рамках конкурса «Лидеры России», конечно, многие вопросы адаптированы под наши абхазские реалии. Вы знаете, конкурс был анонсирован в феврале. Первый этап заявочный, он был намечен на дату до 10 марта, но в связи с тем, что был выборный процесс, были, скажем так, определенные обстоятельства, которые не позволили всем желающим успеть зарегистрироваться. И вот по многочисленным просьбам организационный комитет данного конкурса обратился к Бадре Зурабовичу Гунба с просьбой о возможности продления данного заявочного этапа до 21 марта. В итоге мы получили более 3000 заявок от желающих принять участие. Это был такой первый этап. Далее по 23 марта участникам необходимо было заполнить эссе, заполнить анкеты и все остальное. На первом этапе из 3000 участников система отобрала 589 участников для прохождения в следующий этап. Я хочу объяснить нашим слушателям, что отбор происходит на уровне программного обеспечения. Отбирает компьютер. То есть это не люди отбирают. Соответственно, вот эти 589 человек получили возможность прохождения к следующему этапу. С 24 по 27
шел процесс подтверждения анкетных данных, то есть это документы, там, паспорт, подтверждение каких-то управленческих опытов, то есть это справки с места работы, справки объективки так называемые, да, то есть о том, какими компетенциями, какими направлениями тот или иной человек занимался на своей работе. Далее с 28 по 30 марта был такой вот один из основных этапов, точно так же дистанционный. Он уже был на время, то есть там был очень жесткий тайминг. Человеку необходимо было уместиться, да, при решении тех или иных задач, которые ему ставила программа, в определенные временные рамки. Это существенно усложняло задачу. И сегодня у нас идет этап, когда мы должны будем отобрать вот эти самые 100 человек из вот этих 590, будем говорить. Итоги вот этого конкурса, вот этого этапа конкурса, они будут известны до 3 апреля. То есть каждый человек, каждый участник на свой личный почтовый ящик получит соответствующее уведомление о том, прошел он следующий этап или нет. И следующий финальный этап этого конкурса, это очный этап, он будет проходить в городе Сухум с 11 по 13 апреля. Этот этап предполагает, значит, решение каких-либо задач как индивидуально, так и в командах. То есть эти 100 человек будут разбиваться на команды, им будут ставиться задачи, они эти задачи будут решать. Какие будут вопросы, о чем эти задачи, что, какие ответы. Это все держится в строжайшем секрете, ни у кого нет возможности доступа к этим задачам. Они будут, в принципе, сгенерированы накануне, поэтому объективность будет на высшем уровне. Во всяком случае, члены наблюдательного совета как раз-таки в их основные задачи входит обеспечение именно объективного, беспристрастного отбора вот этих 20 человек, которые впоследствии должны будут занять определенные должности в структуре государственного управления Республики Абхазия. Как мне кажется, триггером для создания проекта послужило такое явление, как кадровый голод в нашей республике. Что вы можете сказать об этом и немного дайте такую вот оценку специалиста, юриста, по вашему мнению, что такое вообще кадровая политика, роли и задачи? Ну, проблема в кадрах, она существует во всех странах мира. Абхазия не исключение. Сказать, что в Абхазия чем-то отличается от остальных стран в плане, допустим, необходимости повышения квалификации кадров, замещающих должности в тех или иных структурах, она есть везде. В Абхазии мы знаем, что есть определенная своя специфика. У нас при назначении на различные должности зачастую применялся, допустим, метод какого-то там родственного или принадлежности к каким-то политическим группам, будем говорить так. Бадра Зурабович поставил задачу, понимая именно вот эту проблематику, отбирать людей именно по признаку компетентности, профессиональных управленческих качеств. Я думаю, что сам по себе этот шаг, независимо от того, какие результаты мы получим, каких кадров мы можем отобрать и так далее, сам по себе шаг стратегически, я считаю, направление перспективное, и которое принесет свои плоды однозначно. Это должно стать традицией в нашей стране, отбирать кадры на ответственные должности, именно исходя из их профессиональных навыков, уровня образования, и уровня ответственности и всего остального. Только так можно добиться каких-то результатов на том или ином месте. А какие, на ваш взгляд, наиболее уязвимые направления существуют и какие направления в приоритете на сегодняшний день? Я не могу сказать однозначно, где у нас больше всего проблем, а где меньше. Это вопрос, наверное, не столько ко мне, сколько к
другим компетентным органам. Но я могу сказать другое, что у нас количество, вот исходя из анализа контингента, да, который обратился, заявил о себе в рамках данного конкурса, основное количество, основная часть этих людей – это люди в возрасте от 18 до 25 лет. Достаточно молодой возраст. Достаточно молодой возраст – это люди, как правило, не обладающие, не имеющие опыта управленческого. То есть у них не было никогда должности, при котором они руководили кем-то. Опыта, да. Нет управленческого опыта. Если говорить о возрасте, допустим, от 47 до 55 лет, то их меньшинство, конечно, но такие тоже есть. И я считаю, что такого рода явления, когда люди достаточно зрелого возраста проявляют инициативу, во всяком случае проверить себя на предмет своих знаний, это уже, я считаю, что можно расценивать позитивно. Если говорить о таком отраслевом делении, да, кто из каких профессий, у нас есть очень много разных, в том числе, кстати, сотрудники СМИ очень активно включились в этот конкурс, юриспруденция, экономика, административный персонал, туризм, то есть вот такие разные направления, и выделить одно конкретное, там вот чего-то вот значительно больше, такого нету. Но очевидно, что у нас в Абхазии во всех отраслях есть серьезный запрос на высококвалифицированные управленческие кадры. Я надеюсь, что благодаря этому конкурсу, этот конкурс, он будет не единственный, да, то есть это первый год. В зависимости от того, какие у нас будут результаты, в дальнейшем будет приниматься решение о том, как часто его нужно будет проводить. Самое главное здесь увидеть результаты. Для нас это новое, для нас это впервые, поэтому я считаю, что то, что у нас есть такая возможность, это очень хорошо. И я надеюсь, что и результаты будут хорошие. Я хочу пожелать всем участникам удачи, успехов, терпения. Здесь у нас есть, я хотел бы тоже отметить, хотя в правилах конкурса у нас есть положение о конкурсе, ответственность за техническую сторону, участия, то есть человек должен иметь индивидуально компьютер с доступом к интернету, стабильным подключением. У нас есть и проблемы, вот в обратную связь, в техподдержку поступают обращения, когда люди, вот они там проходили тестирование, выключили свет. Есть такая нарушение проблема. То есть, и, к сожалению, вот по техническим причинам есть люди, которые выбыли. Но надо было, есть и люди, которые позаботились, да, то есть это компьютер с бесперебойным питанием, чтобы он был заряжен, чтобы в случае отключения электроэнергии, да, то есть это же мы же отбираем не людей, которые будут замещать простые должности, это люди, которые будут руководящие должности занимать. Политически или не политически, это решать не мне, но тем не менее это люди, которые претендуют на руководящую должность, поэтому они должны были и этот момент предусмотреть, на мой взгляд. Но самое главное, что в положении это прописано, что человек сам несет ответственность за технические возможности участия в данном конкурсе. Ранее вы сказали о сопричастности российской стороны в этом проекте. Более детально можете сказать о роли российских экспертов? Дело в том, что организатором конкурса команды Абхазии является Государственный комитет по делам молодежи и спорта. Но, как я говорил выше, техническую сторону вопроса, программное обеспечение, экспертные, скажем так, организационные такие вот взаимодействия, они, конечно, происходят, вот как я говорил, Россия страна возможностей, это вот некоммерческая организация российская, которая является администратором, да, вот основной координатор. Основной координатор, однозначно. Они постоянно на связи, они проводят, они параллельно обучают в том числе и наших людей, для того, чтобы впоследствии мы могли проводить такую работу самостоятельно. Как раз Бадра Зурабович просил Сергея Владимировича Кириенко именно оказать методическую поддержку в этом вопросе, что, собственно, и происходит, за что им большое спасибо.
именно вот... Теоретический блок своего рода, И да? теоретически, я могу практически, сказать, и потом практически они да. проводят в том числе полевую работу. Они в ручном Тренинги. режиме обзванивают участников, общаются. Те люди, которые проявили, имеют какие-то результаты в рамках конкурса, но у них там недостаточно каких-то документов, то есть они просят их вручную добавить, чего-то сделать. То есть онлайн, дистанционно они контролируют и координируют процесс и делают все для того, чтобы этот конкурс состоялся. Поэтому здесь роль... Самое главное, образовательные программы, это Российская академия народного хозяйства и государственной службы, это мастерская управленческая Сенеж. Эти все образовательные стандарты, финансовую нагрузку, организация всего этого, она на российской стороне. Ну и в заключение нашей беседы хотелось бы услышать от вас о перспективах, на ваш взгляд, конкурса. Я думаю, что этот конкурс позволит нам уйти от старых методов подбора кадров, прийти к новым методам, основанным на профессиональных знаниях человека, на личностных качествах, управленческих качествах человека. И только так, на мой взгляд, можно получить какие-то результаты. Я поэтому возлагаю большие надежды на этот конкурс. Я хочу поблагодарить всех, кто занимается организацией этого конкурса. Я хочу поблагодарить Бадру Зурабовича Гумба за то, что он такую инициативу проявил. А далее эта инициатива была поддержана российскими коллегами, поэтому я очень благодарен, я очень рад, что у нас сегодня в Абхазии есть такая прекрасная возможность, как для молодых, так и для людей более зрелого возраста. Благодарю вас, Георгий, за беседу. До свидания.